Заметили проблему? Хотите помочь другим? Зафиксируйте нарушение, отправьте на городской портал OneClick Якутск и следите за устранением. Сервис мониторинг проблем – удобный инструмент для улучшения жизни в городе. За 5 лет решено более 5000 вопросов. В один клик. Сайсарский микрорайон свое начало берет с конца 19 века. Возникали маленькие деревянные домики. Как микрорайон возникает с 30-х годов прошлого века. С 60-х годов началось строительство двухэтажных деревянных домов. Первые двухэтажки в микрорайоне появились на улице Лермонтова, Маяковского и Новокарьерной. Добрый день, вы смотрите мониторинг проблем, выпуск номер 4. С вами Марика Амосова. Заявка поступила 10 марта, сегодня 16 марта. Мы приехали по адресу Лермонтова, 138/1. У нас постоянные течи были. Они все время приезжали, то спирали на КНС, то есть это у них из-за их то, что люки там забитые, то еще что-то, но в конце концов они находили, что там перемерзала труба, они ее оттаивали и уезжали, при этом они ее не утепляли, и поэтому получалось практически каждый день мы вызывали их. Вот. И уже когда конкретно прямо ручьем полилось вот это все, потому что в конце концов, когда они там оттаивали и уезжали, в нашем подъезде, видимо, где-то слабое место тоже труба нашла, и все, там вообще конкретно все лопнуло по всему периметру эта труба вот так вот, и потекло прямо ручьем. И вот как раз мы обратились к вам, потому что без толку обращаться в этот Юнион, потому что там работает такое ощущение, один диспетчер. Они приезжают, ничего не делают. Сейчас вот они сделали трубу, слава богу, поменяли. Ну а как они утеплили? Они кусок спанбонда разделили на маленькие кусочки, сверху прикрыли. Труба вмерзшая во льду лежит. Они прикрыли и кое-как сколотили вот эту штуку. Там видели, какой бардак в этом подъезде? Это просто ужас. Ну такое ощущение, что он только собирает деньги с нас, жильцов, а работы вообще никакие не проводит. И очень хотелось бы, чтобы привлекли эту Юнион к ответу, чтобы они не приводили нормальный жилой фонд вот в аварийный. Просто вот систематически вот это у них продолжается. Вот кого ни спроси, кто бы ни обращался к ним, всегда такое отношение очень халатное. Вообще никакого, можно сказать, отношения к своим жильцам, которые, в общем-то, оплачивают. Я, конечно, понимаю, что и бывают такие, что не платят, но мы-то платим. И мы хотим такого же отношения к себе, потому что это ихняя работа. Я ж не полезу трубу менять. Этот дом стоит позади меня, и мы уже смотрим и наблюдаем, что здесь прошла очистка наледи. И в скором времени, как говорит управляющая компания из Сайсарского управа, что этот наледь увезут. Мы зашли в первый подъезд по адресу Лермонтова, 138/1. Мы из городского портала OneClick. Скажите, пожалуйста, вот заявка поступила, что канализацию всю зиму проливал. Всю зиму проливаем. И что внутри запах стоит в квартирах? Стоит, ага. И сейчас до сих пор сильно, но сейчас не очень, но постоянно есть запах. Ага. В зимнее время, да? Вот перед Новым годом вообще ужасно было. Угу. Ну вот мы хотели узнать, запах стоит или нет. Узнать? Да. Ну сейчас вроде менее нету пока. Ага, ага, ну все. Мы постучались соседям, жителям этого дома. Они сказали, что запах в данное время стал меньше, но всю зиму запах стоял. Если обратить внимание вокруг соседние дома, то вот этот дом по адресу Лермонтова, 138/1, он выглядит гораздо лучше, чем другие. И вывод хочется сказать, что, скорее всего, и жители этого дома желают улучшить свои условия, и поэтому обращаются в городской портал OneClick Якутск. Зашел по причине того, что здесь два канализационных колодца, они перемерзли. Эти колодцы находятся на балансе водоканала. И вообще вся наружная труба, получается, от дома до колодца, она принадлежит водоканалу.
В связи с тем, что дом на непосредственном способе управления, и по 491 постановлению у нас граница идет, это плоское здание. То есть вся труба, которая была перемерзшая, это перемерзла по причине того, что водоканал бездействовал. То есть они не стали устранять и отогревать ее. Мы своими силами сами отогрели, и сейчас, так как все-таки дом наш, мы последствия вот этой аварии мы все равно устраняем. Организована была выезд специалиста по данному адресу. И на момент осмотра управляющей компании уже производили уборку наледи. Так, вывоз наледи управляющей компании будет осуществлен до среды следующей недели. Ну, заявка по устранению течи была устранена сразу, 11-10 марта. Ну вот сейчас убрали здесь наледь, получается, здесь было все. Сюда пока сложили. В среду будет техника, в среду начнем вывоз уже. И на том подъезде точно такая же ситуация. Там сложили, в среду техника подъедет, соберем и вывезем все. Видим, что здесь находится один люк, он закрыт у нас ковром почему-то. Второй люк, он находится вот там вот. Ну, вот. И вы говорите о том, что эти люки замерзают и, скорее всего, засоряются. Да, чаще всего по причине засора. Потому что иногда люди смывают там полотенца, штаны могут смыть свои, чего только не доставали из этой канализации. И из этого идет затоп. Да, из-за этого идет засор уже. Засор идет, вода не проходит, она, соответственно, замерзает, и поэтому разливы происходят. Да, прежде всего это нужно самим жителям более ответственнее относиться к этому, к сливу, не сливать всякие посторонние предметы, для которых вообще канализация не предусмотрена. Шутка. Обратите внимание, что здесь наледь высотой 20 сантиметров. И я понимаю, что он не заканчивается. Здесь подо мной есть лед. То есть, и представляете, если тут 20 сантиметров, сколько утекло воды. И я стою здесь и чувствую запах канализации. Ну, все так печально, но душа поэта видит узоры наледи, как они слоями накладывались друг на друга, и это красиво. Я так понимаю, это предмет для того, чтобы возить лед, санки. Они, кстати, удобные, легко катаются. И мне кажется, можно легко наполнить льдом и куда-то увезти. Слушайте, друзья, как вы думаете, это Жигули или Москвич? Мне кажется, Москвич. Обратите внимание на утепление канализационной. Обратите внимание на канализационный люк. Обратите внимание на канализационный люк. Ковер. Второе дыхание. Кто нуждается, заберите его, пожалуйста, с адреса Лермонтова 138/1. Утеплять так нельзя. Для этого существуют специальные материалы. Этот ковер не помогает утеплению. Я вообще не понимаю, зачем его кладут. Легче-то не становится люку. А красота вообще портится. Страшно, ужас. Вижу, что здесь куча туалетной бумаги вышла. И позвоним в управу. Позвоним в управу и спросим, в чем дело. Это что? Это что? Слушайте, мы приехали
приехали по месту, где нам заявка, и КамАЗ просто уехал. Номер 399, а буквы X, ну, я не заметила, может быть, камера зафиксировала. Говорят, что люк закрыли, но несмотря на это, почему-то КамАЗ стоял здесь, и мы видим, что люк не закрыли. Заявительница говорит о том, что постоянно это происходит, приезжают КамАЗы и сливают фекальные отходы. Сзади вот этого здания находится озеро, соответственно, мне кажется, вот я не знаю, куда это все идет, но мы увидели это факт в том, что сливание до сих пор происходит, и как Сайсарский округ нам сказал, что закрыли, сварили люк, этого нет. Вот вам, пожалуйста. И КамАЗ только что уехал, просто стартанул, тапочка в пол и уехал с очками, увидел нас и просто умотал колеса. Прям дым прожег резина. Заявка поступила 13 марта, и мы сегодня здесь и видим, что ничего не сделано, и как сливают фекальные отходы, дальше и продолжают сливать. Что за здание стоит здесь, мы не в курсе, мы обязательно узнаем и позвоним в управу. Позвоним в управу и спросим, в чем дело. Это что? Это что? Наверное, заявительница. Ее туда. Посмотрите, пожалуйста, накатанная дорога. Вообще законно, незаконно сливать отходы нам предстоит узнать. Здравствуйте. А вы не с этого района? С этого. Скажите, пожалуйста, как часто сливают тут КамАЗы? Постоянно. КамАЗ тут стоит постоянно. Дорогой водитель, в спешке, это не вы потеряли варежку? Просим забрать, мы не забираем ее. Я стою на горочке и хочу объявить, что пахнет канализационной трубой. И, Толя, смотри, не провались. Стул для охраны, чтобы не сливали канализационные отходы. Он уже давно у нас стоит, но не в пригоженном состоянии. И это говорит о том, что здесь никто не сидит и не охраняет этот люк. Надо узнать, что за дом стоит, там на замке он, и законно-незаконно. КамАЗ просто увидел нас и мимо проехал. Мы здесь находимся максимум 5 минут. С того момента, когда уехал другой КамАЗ. И мы сейчас сядем в машину и попробуем доехать до него и спросить, для чего он здесь. Почему туда не заехали? Да. А что не заезжаете в бар? А что у вас внутри? Какая? ЖПУ, вода? Это какая? Что? Отходы? А куда вы там вступаете? А? Гараж? Покажите, пожалуйста. А кто откроет дверь? Охранник? А когда охранник выйдет? А вы скажите, вы с какой организации? А? Участок геолог ОАО «Водоканал». А здесь вы зачем приехали? Потому что здесь гараж, чтобы КамАЗ поставить. КамАЗ поставить? А вы полный? А зачем КамАЗ ставить в гараж, когда вы полный? Просто вы приехали сливать сюда незаконный люк. Вы просто увидели, свернулись сюда и стоите. Давай Так, давайте заедем в гараж тогда. Откройте дверь. Мы тогда ждем. Ставить КамАЗ в гараж. Вода канализационная внутри, и он полон. По его словам, что он полон. Но затем он поставит в гараж и куда-то на 50 лет советской армии поедет сливаться. Но мне кажется, это неправда. Вот. Не говорит, как его зовут, но сказал, что он работник участок геологов ОАО «Водоканал». Вот так вот. Сейчас ждем, чтобы ему открыли ворота, и он заехал в гараж и поставил КамАЗ полон фекальными водами. Он сказал о том, что он будет заезжать в ворота, но почему-то отдал задний ход, и мы, соответственно, боимся за машину. Вот, и тоже даем задний ход. Я не знаю,
что он собирается делать? Смотрите, он просто не реагирует. Я не знаю, я пыталась остановить его. Он просто дает... Он просто убегает. Хотя он сказал о том, что он приехал в гараж, ворота там закрыты на замок. Замок железная цепь и замок, как это, скважина? Не замок, ну сам замок. Вот. И просто смотрите, вот. Мы сейчас поедем за ним. Врун! Вот что я хочу сказать. Врун! Говорит о том, что приехал ставить в гараж полный фекальными водами. Приехал ставить КамАЗ в гараж. И что сейчас охранник откроет дверь, хотя там калитка, и просто убегает. И не скажет, в чем проблема. Поворотку, смотрите, не показывает, типа не хочет показывать, куда он уезжает. Такой смешной. Короче, не слил товарищ и полный уезжает. Мы преследуем КамАЗ с фекальными водами. Так быстро едет еще. Мы на хвосте. Нам заявка поступила с портала Анклик 13 марта. Мы тот же день передали водоканалу, обслуживающей организации данных колодцев, люков, для проведения работ по заварению, ограничению доступа к канализационному колодцу. И по информации о водоканал, 14 марта они заварили канализационный люк. Так, слив фекальных вод в неположенное место является правонарушением, административным правонарушением по части 1 статьи 6.12 КоАП РСЯ, и штраф с частным лицам там до 5000, должностным лицам до 50 тысяч, а юридическим лицам с 50 тысяч до миллиона.